Александр, девушек за что убили? Его сопровождает конвой из нескольких сотрудников полиции и из десяток бойцов ОМОНа, того, кто сделал известным на всю страну глубинку Оренбургской области, город Гай. По версии следствия, в последний день сентября Александр Лазарев изнасиловал, убил и поджег квартиру с телами студенток из Башкирии. Александр, а что вас подвигло убить 3 девушек? Вы их знали до этого? Может, перед родственниками хотите извиниться? Они сейчас вас видят. Пустой взгляд в пол, он игнорирует вопросы журналистов, но от молчания душегуба становится еще страшнее. Родители погибших до сих пор не понимают, за что такая участь выпала на долю их дочерей. К дому, где произошло зверское убийство, местные жители несут цветы. Жертвами Лазарева стали 18-летняя Адиля Каримова из Кугарчинского района, 17-летняя Айгиза Умиткулова и 19-летняя Зульфия Саникина, обе из Баймакского района республики. Родные девочек узнали о трагедии на следующий день, причем случайно. В соцсетях мне никто ничего не сообщил. И в соцсетях узнал. А как поняли, что это ваша дочь? Ну, там же ясно было написано. 2 девчонки с Баймакского района, 1 с Кугарчинского района. Я сразу поняла, но думала, что, может, неправильная информация. По WhatsApp написала классному руководителю. Вот эта новость меня беспокоит. Она сразу спросила меня фамилию, имя. Я написала, она замолчала. Не ответила? Не ответила, просто прочитала и не ответила. Я сразу поняла. Потом мои родственники уже сказали мне, что это они. Звонили какой-то журналист Степанов. Все. Я не верила. Какой-то комсомольский правда, что ли. Потом брат звонил. То есть вы от журналистов это узнали? Да. Да. 12 часов дня. Не верили, потому что каждый день разговаривали в видеозвонках. Все нормально. Веселая была. Жизнерадостная была. Судьбу Зульфии Саникиной определил всего лишь 1 балл при поступлении. Как и ее погибшие подруги, она с детства мечтала связать свою жизнь с медициной. Подала документы в Сибайский медколледж, но не прошла конкурс на бюджет. А так как семья девушки не могла потянуть учебу на коммерческой основе, пришлось поступать в учреждение города поменьше, да еще из соседнего региона. Так она стала учиться по направлению сестринское дело, где познакомилась с Адилей и Айгизой. Так получилось, что накануне той роковой ночи Зульфия успела рассказать маме о своем убийце по телефону. В разговоре она сказала, что теперь они сидят только дома. Так как в Гае появился какой-то педофил или тюремщик, они слышали, как кто-то ходит. Она сказала, что они боятся и стараются лишний раз не выходить на улицу. За неделю до трагедии не только Зульфия, но и Айгиза тоже делятся с мамой и подругами в переписках про некого тюремщика, который пытается заговорить с ними. То закурить попросит, то номер телефона. Девушки стали обходить его стороной, а позже он начинает и вовсе следить за студентками, вплоть до того, что поджидает у колледжа, когда у них заканчивались занятия. За несколько дней до зверского убийства Айгиза, Адиля и Зульфия стали слышать в квартире подозрительные звуки. В какой-то момент студентки поверили в паранормальные явления. С их слов шум издавался из кухни по ночам. Об этом жаловалась своей подруге Айгиза даже за пару часов до убийства. Но получается, что это был не плод их воображения, а страшный план, который начал воплощать злоумышленник. Наш родственник, когда поехал забрать тело, он видел, что решетка была снята, потом болты просто обратно засованы. Обратно болты там, неправильно как-то засовано. И можно было приподнимать, чтобы 1 человек может залезть туда. Они услышали какой-то там шорох, не то что шорох, как будто кто-то заходит, они вот так услышали. Что-то утихло, они подошли, смотрят, там окно открыто стоит. Они заперли и обратно в спальню. Она переписывалась. Она переписывалась с подружкой. Вот так именно в это время она вот так и написала подружке.
Это в ночь убийства? Да, Да, ночью где-то- убийства 12 часов где-то. Показывайте, как наносили удар. Части тела укажите, какие части тела носили. Прям показывайте, прям как. Стоя. Укажите, в какие части тела вы наносили удары первой девушки. Это кадры допроса и следственного эксперимента. Александр Лазарев первые сутки после задержания признался и показал в подробностях, как убивал и наносил удары ножом. Пазл сходится, если верить родителям и подругам девушек, за ними следили. Убийца придумал бесшумный способ зайти в квартиру и осуществить задуманное. Со слов соседей, студентки особо внимания не привлекали, гостей не водили, сидели в основном дома и занимались учебой. По адресу Молодежная, 53, в доме, где преимущественно живут одни пенсионеры, можно сказать, самый внимательный контингент, злоумышленнику удается совершить тройное убийство незамеченным, да еще и изнасиловать своих жертв. Только пока не ясно, надругался мужчина до или после резни. Нормальные, спокойные, нигде ничего не слышно было. Вот так. То есть в момент убийства тоже не было слышно, да? Ничего, хоть бы кричали «помогите» или что, даже ни шума, ни крика было. Вот так. А девочек видели постоянно? А? Девочек видели постоянно? Нет, они на лето уезжали домой, наверное. Только приехали, на вот тебе. Убийца сам себя выдал, решив поджечь квартиру. Неизвестно, сколько бы времени еще там лежали тела, но на дым быстро среагировали соседи и вызвали пожарных. 17-летняя Айгизайли в последний момент пришла в сознание, когда загорелась квартира, либо же притворялась мертвой, пока Александр не уйдет. Об этом мы уже не узнаем. Девочка выбежала во двор за помощью, но едва пробежав 100 метров, упала замертво от потери крови, или же душегуб ее все-таки добил. Совершив убийство, Александр не нашел вариантов лучше, чем отойти от места преступления на 200 метров в этот ближайший палисадник и выкинуть всю окровавленную одежду и обувь в этот колодец. Отсюда он уже пошел босиком прямо до своего дома, крыша которого виднеется даже отсюда, сделав такой треугольный маршрут. Предполагаемого убийцу искали 3 дня. Никто и не подозревал, что он живет здесь, в 300 метрах на этой же улице, но его ориентировки уже были разосланы по всей стране. Губернатор области объявляет награду в 1 000 000 рублей за поимку душегуба. 3 октября в колодце находят вещи Александра, и с помощью молекулярно-генетического анализа следователям удается установить личность подозреваемого. Это ранее судимый Александр Лазарев. Не случайно до девушек так быстро дошел слух о тюремщике, ведь, как оказалось, жил он через пару домов от места преступления. В городе с населением в 30 тысяч Александр был относительно новеньким. До этого мужчина проживал в Орске. Освободился из мест лишения свободы в начале лета. До этого отсидел 9 лет за убийство. Это громкое дело расследовал региональный следственный комитет в 2012 году. Тогда в этом здании находился бар «Апельсин». 23 февраля около 4 часов утра в одном из служебных помещений было обнаружено тело хозяина заведения с признаками насильственной смерти. Через 2 дня в один из отделов полиции Орска приходит 20-летний Лазарев и сознается в жестоком преступлении, а позже он расскажет, что его замучила совесть. Следователи выяснили, что в тот злополучный вечер Лазарев был сильно пьян. Он поссорился с хозяином бара и в ходе конфликта перерезал ему горло и скрылся. Бизнесмен успел доползти до своего кабинета. Из досье Александра известно, что в колонии он неоднократно нарушал режим. Например, отказывался от работы и хранил запрещенные предметы. Но как только у него появилась возможность подать на условно-досрочное освобождение, мужчина изменил свое поведение. Получал поощрение, освоил специальность портного и даже женился на девушке по переписке. А в 2017 году у них родилась дочь. УДО он так и не получил. Отсидев свой срок, мужчина переехал к жене в Гай. А это уже 63-й дом по улице Молодежная, буквально через пару домов от места жестокого убийства. По некоторой информации, Лазарев здесь жил со своей женой и тещей. Попробуем поговорить с ними. Что надо? А вы Александра Лазарева знаете? Ну подождите. Ничего не знаю, отстаньте. Расскажите про него, какой он? Родственники Лазарева не идут на контакт с журналистами. У соседей Александр подозрения не вызывал. Но он... А сколько месяцев примерно здесь жил? Месяца, может, 3-4. Но я его летом видел все. То есть вот со своей женой и бабушкой, да, тещей вот это? А как он вообще себя... Ну, он грубый, там, агрессивный? Спокойный был. Спокойный? А как часто вы его видели? Ночное время видели?
Вечером на машине он приезжал сюда. А у него машина была еще? А какая машина? Вот пришел, то следом десятка, 603 повернул на Беляева. На Беляева повернули. В сторону Жукова идет. В сторону ленты будет, нормально. В сторону ленты выходим. Видимо, любовь к семейству АвтоВАЗа тоже сыграла роль в выборе машины для угона. Это уже кадры погони в Орске. Тогда правоохранители еще не знали, что преследуют особо опасного преступника. В вечернее время поступила ориентировка об угоне автомобиля в районе улицы Боровольского, дома 10Б. Начали отрабатывать дворы. Далее поступила информация, что автомобиль уехал в сторону Меридиана. Начали отрабатывать тот район. Совместно с патрулями ГИБДД в тех дворах обнаружили автомобиль, начали преследовать. Лазарев угнал эту десятку в Орске, но если в Гае ему повезло, то здесь Фортуна перестала подыгрывать мужчине. Автомобиль заметили друзья хозяина авто, но Лазарев, испугавшись, дал по газам. Мы решили помочь сотрудникам поймать этого преступника. Мы оставляем машину, и как только мы вышли из нее, мы услышали крики «Стой!». Мы тут же бросились к забору. Как только мы к нему подбежали, он сломал профлист забор пополам и пытался его перелезть. Мы с Васей стали бить его по рукам и всячески мешать ему, чтобы он не перелез на ту сторону. В этот момент подбежали сотрудники полиции и задержали его. То есть надели на него наручники и положили на землю. У него был взгляд, совершенно какой-то непонятный, можно сказать, бешеный взгляд. Во время задержания он не издавал практически ни звука, ну а в конце у него текли слезы. Студентов, помогавшим задержать преступника, наградил начальник Орского МВД, а машину, которую угнал Лазарев, хозяину обещали восстановить за счет Следственного комитета России. Распоряжение дал Александр Бастрыкин. Как только в сети появляется информация о том, что предполагаемый убийца пойман, в интернете начинают распространять противоречивые данные о непонятной коме подозреваемого, о том, что Лазарев вдруг заявил, что с девочками был знаком, но убил после того, как они запросили с него 50 тысяч рублей, якобы за интимные услуги. Александра, кстати, и раньше уже уличали в выдумках. Даже когда он убил хозяина бара в Орске, мужчина клятвенно утверждал, что заступался якобы за девушку. С учетом совокупности произведенных следственных, а также процессуальных действий, следователями в действиях Александра Лазарева установлены признаки дополнительных преступлений, по результатам чего возбуждены уголовные дела об изнасиловании, а также насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозой убийством и совершенных в том числе в отношении несовершеннолетних. Умышленном повреждении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба, а также неправомерным завладением автомобилем. Спустя почти 10 дней с родителями девочек никто из правоохранителей не связался. Между тем, Ради Хабиров поручил главам Кугарчинского и Баймакского районов помочь затратами на транспортировку тел и организации похорон у себя на родине. Что вы хотите? Какое наказание для него? Чтобы пожизненно дали. Пусть восстановит смертную казнь. Больше ничего я не хочу. Пожизненно, я думаю. Электрический стул не мешал бы. Пожизненно сейчас они стреляют. Надо посмотреть морду. Плюнуть. Между тем, суд избрал Александру Лазареву меру пресечения в виде 2 месяцев в СИЗО. Перед родственниками он так и не принес извинений. Александр, согласны с решением суда? А вы вину признаете? Учитывая статьи, по которым подозревается Лазарев, и тем более, если брать в расчет его недавнее освобождение из мест не столь отдаленных, то вполне возможно, душегуб может получить пожизненный срок. Тем более в области есть уже одна известная тюрьма, которая предназначена для людей с таким приговором.